Kürse die weit ich zharashk Kürse janen dolba wait shipolam Kürse gil data wait shtrocha Adgel ushnei baku ahdu awagi burgarla asha izsha izbanzarach ziget yaram. Само слово «религия», которое производит от разных латинских корней, религары и многих других, означает «связь». Были такие отцы церкви, как Блаженный Августин, был Лактаций и многие другие, которые двояко трактовали понятие религии. И с одной стороны говорили о том, что это откровение Бога, который открывает себя навстречу человеку. И с другой стороны, это устремленность человека познать Бога. То есть такой двоякий процесс навстречу друг другу со стороны человека и со стороны Бога. И религия подразумевает под собой именно ту связь между Богом и человеком, которую зримо или незримо мы можем наблюдать, иногда она от нас скрыта. Когда мы говорим о религии, говорим о связи души с Творцом, то мы волей или неволей проникаем уже в область духовную. Это, безусловно, область духовная, и Господь говорит о том, что люди будут поклоняться мне не только в Иерусалимском храме, в знаменитой беседе с Самарянкой, но и на всяком месте, потому что Бог ищет себе тех, кто поклоняется Ему в духе и истине. Духовность бывает разная. Магия и оккультизм — это тоже духовность, но в ней нет истины. Вот сочетание этих двух вещей, духовности и истины, раскрывает себя в христианстве. Мы не знаем никакой другой религии, никаких других верований, которые бы сочетали в себе вот эти два понятия. Религия касается не просто какого-то земного культа или отправления каких-то традиций, обрядов или еще чего-то. Это та вещь, которая единственная, на мой взгляд, которая наполняет человеческое бытие, которая дает содержание человеческой жизни. Вот что важно. Вот. Это есть религия, и поэтому человек, наверное, даже по своему рождению уже в силу того, что он творение Божие, стремится соединиться с Творцом. Это такой инстинкт, который им движет, который очень напоминает вот детский инстинкт, когда ребенок к своим родителям тянется. Точно так же душа человека, сотворенная Богом, тянется к своему небесному Творцу. И поэтому, когда мы наблюдаем вот эту вот устремленность людей к Богу, то это совершенно естественный процесс. Здесь нельзя, нам нечему здесь удивляться. Христиане тут ничему не удивляются. Один из наших древних апологетов говорил, что душа по своему рождению христианка. Даже вне зависимости от тех инициаций, которые там человек проходит, в частности крещение, да, когда мы детей крестим и прочее. И вот в связи с этим человек, он же не может просто так быть верующим, как сейчас говорят, в душе. Это всегда имеет свое проявление вовне. Что касается храмов, сам процесс восстановления храмов прежде всего, на мой взгляд, говорит о появлении некого достатка в обществе, потому что дело это вполне затратное. Просто так к нему не подойдешь, но нужно учитывать, что в 90-е годы, когда на постсоветском пространстве
шел вот этот ренессанс, когда люди обратились к церкви, и началось такое массовое, я бы сказал, строительство храмов и монастырей, прежде всего даже, наверное, восстановление храмов и монастырей, нужно учитывать, что у нас была война, что у нас была блокада, и Абхазия в этот процесс, на мой взгляд, включилась несколько позже, может быть, в нулевые где-то года, да, и поэтому у нас тоже восстанавливаются храмы и монастыри, но это идет, вот, скажем, да, 10-летним, 15-летним таким опозданием. Но что такое храм? Конечно, человек может обращаться к Богу где угодно, безусловно. Но храм — это такое сакральное место, где человека ничего не отвлекает, где, наоборот, все, что человека окружает вовне, способствует его сосредоточенности на одной единственной цели, на одной единственной идее. Это найти гармонию внутри своей души и гармонию во взаимоотношении с Богом. Поэтому вот человек идет, не просто поднимается там на гору или спускается куда-то в пещеру, он идет в храм. Особенно это касается жителей городов, сел. Вот. То есть это храм — это место, посвященное Богу, где встречается человеческая душа с Богом и где ничто не отвлекает. Более того, способствует этому единству. И я уже говорил, сам Господь говорил о том, что люди будут поклоняться на всяком месте. То есть единственная такая монополия существовала в Ветхом Завете, когда храм был построен в Иерусалиме, и сам Господь приходил в этот храм и молился. Но вот в беседе с самарянкой он говорит о том, что ни на этом месте, ни в Иерусалиме, ни у вас, у самарян, но везде, во всяком месте люди будут молиться и обращаться ко Творцу, что мы сейчас с вами и наблюдаем. Вы знаете, Священное Писание, которое, как вы замечаете, мы постоянно обращаемся, оно говорит о том, что никто не знает того, что находится внутри человека, кроме Бога, естественно, и Духа, которого живет внутри человека. Веру, ее вот так аршином измерить нельзя, то есть какие-то мерила к ней применить, даже по аналогии достаточно сложно. И, наверное, вера очень хорошо себя проявляет и открывается, ну, скажем, вот во времена гонений. Вот. Мы с вами, чего уж там греха таить, застали даже небольшой кусочек той жизни, когда быть христианином или быть просто верующим человеком было не модно. Когда были определенные прещения со стороны и государства, и общества в адрес верующих людей. Ну, мы с вами уже застали самый конец, вот, а наши предки, они застали тот период, когда можно было и жизнью поплатиться за то, что ты исповедуешь ту или иную религию. Вот. Мы веруем не просто так, мы верим для того, чтобы обрести спасение, исцеление. И тут что важно отметить. Часто, когда указывают на Священное Писание о силе веры или о качестве веры, указывают на слова Господа о том, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете вот этой горе: «Вергнись в море», и вот гора в море по вашему слову вергнется. Но люди как бы больше к таким формальным проявлениям, да, склонны, и поэтому на это и обращают внимание. А на самом деле качество веры определяется другим, совершенно иным. И даже не в эпоху гонения это можно определить, а в любое время, в любой временной отрезок. Господь говорит: «Потому узнают, что вы мои ученики, то есть христиане, если будете иметь любовь между собой». Вот это является наиболее важным показателем веры во все времена и у всех народов, вне зависимости от местности, там, национальности, да, и какой период мы... Ведь
Вера, она связана не просто с мыслью человека. Вера, она связана не просто с чувствами, которые человек переживает. Вера охватывает все силы человеческой души. И, ну, как вот говорится, да, что находится внутри человека, то вовне чаще всего и проявляется. Да? Вот, человек не может скрыть ни злобу, которая внутри него, ни добродетель, которая внутри него. Она обязательно себя раскрывает. И мы, христиане, на самом деле очень в этом отношении свободные люди, потому что мы полагаемся не на свою природу, мы полагаемся на божественное откровение. Божественное откровение — это то, что сам Господь открывает о себе и хочет, чтобы люди о нем знали. То есть это не достижение человеческого ума. Мы не придумали какие-то постулаты, догматы и все прочее для того, чтобы вот всем сказать: давайте верить. Это, вы знаете, это даже очень сложно и практически невозможно. Вот. И крах многих идеологий, кстати, об этом и говорит, это и подтверждает, что заставить человека верить в какую-то идею, точнее большое количество людей на протяжении большого количества времени, это невозможно. А тем не менее христианство на протяжении вот уже более 2000 лет объединяет то, что мы называем церковью, сообщество людей. И когда мы говорим о качестве веры, мы должны вот еще на что обратить внимание. Вот когда говорится о современных верующих, некоторые говорят о том, что вот в древности, там, в старое время, как у нас принято говорить, были настоящие верующие люди, а вот сегодня их найти практически невозможно. Многие говорят о том, что современные христиане очень слабы, они уже не соответствуют многим требованиям древней православной церкви или древней церкви. Но я бы на что хотел обратить внимание. Еще раз повторюсь, мы ведь полагаемся не на себя и исповедуем отнюдь не собственные измышления, да, которые мы сами придумали, и пытаемся убедить в этом других. Нет. Мы с вами черпаем в Божественном откровении, то есть в Священном Писании, в Священном предании, черпаем знания о Боге. И, соответственно, черпаем там и силу веры, которую вот проявляем в дальнейшем в своей жизни. И обращать нужно внимание не на то, какие мы сейчас, или на то, какие были кто-то когда-то, да? На что я хотел заострить внимание? Надо заострить внимание на том, кто есть Бог. То есть Господь говорит, что, и апостолы это повторяют, что Христос вчера, сегодня и завтра один и тот же. То есть источник всяческих благ один и тот же. А люди относятся к Нему по-разному. И в какой бы момент человеческой жизни не коснулась благодать сердца человека, в какой бы момент это ни произошло, может быть, это будет в отрочестве, кого-то Господь в это время призывает, кого-то Господь призывает в более зрелом возрасте, но кого-то уже в престарелом возрасте. Это тоже не имеет никакого значения. Самое важное, что это один и тот же Бог, с одними и теми же условиями для спасения. Нужно любить Бога и любить ближнего, который рядом с тобой. Вот эти очень краткие правила для спасения, которые нам переданы. И даже если вспомнить одного русского святого XV века, преподобного Нила Сорского, то вот он в XV веке живет, уже через 1500 лет после того, как Христос проповедовал на земле. Он тоже говорит, повторяет то же самое. Если кто, как некоторые говорят, что сегодня благодать не действует, сегодня старцев нет, тут просто пусть не приходит в мой монастырь и со мной не подвязается, потому что такого рода вера или убеждение, оно убивает в душе веру. Когда в Священном Писании апостол объясняет проявление любви,
есть целый такой гимн любви, он говорит о том, что прежде всего любовь не ищет своего, долго терпит, все покрывает, все прощает, всех принимает. Это такие характеристики, которые показывают нам наличие либо отсутствие любви. А в то же время это говорит о том, правильную ли веру исповедует человек. Потому что, когда мы говорим о верующем человеке, мы должны четко себе представлять, что даже обладая всей религиозной атрибутикой, какой бы она ни была внешне, да, там и распятие, которое человек надевает, может быть, даже какие-то священные одежды, которые он носит, какой-то внешний облик, которому он пытается соответствовать, это еще не говорит о том, что человек является верующим. Потому что еще в Писании говорится о том, что будут убивать вас во имя Мое, да, убивать вас, но при этом думать, что выполняют волю Божью. Вера в кого? Вера во что? Если человек не имеет отношения к божественному откровению, но его прельщает, скажем, внутреннее устройство церкви, эстетика церковная привлекает, предположим, каноника церковная, церковный порядок привлекает, это еще не означает, что это верующий человек, даже если он во всем этом разбирается. Потому что атрибутика церковной культуры, которая складывалась на протяжении многих веков, это та форма, которая наслаивалась с течением времени. А содержанием является вот эта самая заповедь. Возлюби Бога всеми силами твоими и возлюби ближнего как самого себя. Вот критерий он веры, критерий благочестия, критерий силы человеческой веры и так далее, он в этом заключен. И если люди между собой не имеют любви, то это как раз-таки прямая характеристика того, что с их верой что-то не в порядке. Вот что-то здесь не так. Нужно обратиться, может быть, посмотреть, может быть, пересмотреть какие-то взгляды. Но ведь для христианина здесь никаких проблем нет, потому что для христианина знакомо слово «покаяние». Мы уже говорили, что покаяние это не просто эмоциональное переживание, которое человек переживает по поводу совершенного греха, да, проступка какого-то. Вот совершил он проступок, и вот внутреннее смущение, там, вот почему, как он совершил. Это не покаяние. Покаянием называется внутреннее изменение взгляда, буквально переворот внутренний. Вот. Метания — это переворот ума в дословном переводе. То есть такое качественное изменение своих взглядов, которое может быть и на 180 градусов. Да? И вот это состояние, возможность не, как бы это сказать, полагаться на собственную природу, которую на протяжении уже многих веков, мы знаем, гложет страсти, грехи. На нее полагаться нельзя. Мы полагаемся не на собственную природу, мы полагаемся на веру в то, что Господь занимается нашим спасением, что Господь творит наше спасение, что во Христе мы находим свое спасение. А тут апостол Иоанн дает очень простую характеристику. Ну, кто такой Бог? Бог есть любовь. И дальше задаемся апостолы вопросом. Если ты, как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого не видишь, если ты ненавидишь ближнего, который рядом с тобой стоит и которого ты будешь осязать? Это, вот посмотрите, какой вопрос. Да? Это же не просто риторический вопрос. Он как раз-таки во всей полноте открывает вот силу, глубину и критерий веры. يحاسس حرقامتك أو يخرجي وزرقو أبسي خاص ومن زدوبا ويحبسي تشيح جيز بشو مش خزاز رحاستو يغصاب خامت دوبا سرسنسكي سوي سبسيس تشيس جيز وطراقنا خاسي سقو دزوست زاج جحوز طراقنا. Что мы называем церковью? Церковь, греческое слово «экклесия», означает «собрание». Ну, естественно, мы говорим о собрании людей.
В древности города или полисы античного мира, Греции, бы то, каким образом управлялись? Собирались свободные граждане, не рабы, свободные граждане, чаще всего мужского пола, на площадь. И там проходило голосование, обсуждение какого-то вопроса. Вот эти собрания принимались решения. Вот эти собрания людей свободных, не рабов, и граждан этого города назывались этим словом «экклесия». Ведь церковь не просто так усвоила себе это наименование. Церковь — это тоже собрание людей. Не рабов греха, не рабов страсти, не находящихся под проклятием. Но, конечно, собрание теперь уже и мужчин, и женщин, и представителей любой национальности, любого социального статуса, любой представитель любого народа. Да. Что касается того, можно ли быть вне этого собрания, находиться. Можно. Можно. Вот Господь нам являет этот пример. Мы знаем 12 с вами апостолов, да, которые были объединены вместе, которые всегда находились рядом со Христом, видели все чудеса, которые Он творил. Более того, Он наделил их силой тоже исцелять людей, тоже прощать им их прегрешения, да, и отправлял проповедовать. Кто оказался вне этого собрания? Вне этого собрания оказался Иуда. Единство духовное в союзе с миром люди являют в собрании, которое мы называем церковью. Поэтому единству, мы уже с вами говорили, по наличию любви в этом единстве, определяется, с ними Бог или нет. Все другие собрания, еще с древних времен, там парасинагогой называют, то есть ложным собранием. Почему это именно так? Господь в своей последней молитве, обращаясь к Отцу в Гефсиманском саду, Он говорит, что не погиб и Он не погубил никого из тех, кого Отец привлек к своему Сыну, то есть апостолов. Ни один человек, кроме Сына погибели, который изначально был осужден за то, что вот он совершит. То есть опять речь идет об Иуде. И в этом собрании Господь являет Святого Духа, то есть проявление силы или энергии Божией в людях. И ставит условия для этого проявления. Если 2 или 3, говорит Он, среди вас соберутся во имя Мое, там я буду посреди них. То есть на что самое главное это указывает? Почему экклесия, то есть церковь, это всегда собрание людей, а не какие-то разрозненные, разбросанные где-то и как-то там никак друг с другом не сообщающиеся, да? Потому что мы с вами прекрасно понимаем и знаем из Священного Писания, что первым пал сатана, который был ангелом света. Пал из-за гордыни. И с тех пор гордыня именуется матерью всех грехов. Эгоизм человеческий, он находит в себе проявление в человеческой природе. И что нас с вами разделяет, что нас постоянно с вами разделяет, что не дает нам объединиться? Мы уже говорили, любовь объединяет, вера объединяет, общее устремление ко Христу объединяет. А разделяет-то что? А разделяют нас страсти, то есть грехи. И первая из них — мать всех грехов, гордыня. То есть эгоизм нам не даст с вами объединиться. Эгоизм моей природы всегда будет говорить о том, что я не такой, как вы. Естественно, лучше вас, конечно, безусловно. Соответственно, эгоизм вашей природы всегда будет вам говорить, что вы не такой, как я. И, соответственно, точно так же лучше. И мы с вами никогда не найдем общего языка. Это если наш союз будет происходить по природе, если мы будем полагаться на свои силы.
Вот посмотрите на все союзы, которые с древних времен организовывались. Они же все распались. Да? И мудрый Гамалиил тоже говорит на совете Синедриона, когда апостолов приводят к еврейским первосвященникам, дескать, это что за новая такая секта христианская? Да? Вот. И он говорит, не трогайте этих людей. Если их дело не от Бога, оно распадется само. То есть если фундаментом объединения этих людей является какая-то ложь, какая-то несправедливость, или какое-то зло, или какая-то страсть, Господь сам это все уничтожит. Они вместе не смогут долгое время пребывать. Но если это дело от Бога, говорит Гамалиил, тогда бойтесь стать противниками Всевышнего. Значит, за ними Бог стоит, если оно укрепится и устоит. Вот и церковь точно так же. На протяжении многих столетий, вот мы уже говорим, да, более 2000 лет, что бы с ней ни происходило, какие бы изменения формальные ни происходили в тех государствах, в которых люди исповедуют христианство, ведь были и времена гонений, и времена благоприятные, а церковь устояла и перенесла все эти искушения, потому что она является собой единственное единство, единственный путь ко спасению. Когда люди объединяются на основании веры, и когда Святой Дух находится в них, и когда любовь является их скрепляющим звеном, значит, они исповедуют настоящую веру. И тогда ничто не может им помешать. А вне такого сообщества существуют только эгоисты. Когда мы говорим о церкви, мы с вами, теперь уже понимаем, что говорим о едином организме. То есть не просто об организации. Это организм, по артериям которых течет благодать Святого Духа. Это не просто люди, объединенные какими-то убеждениями. Еще раз повторимся, объединение людей или союзы людей по убеждениям, испытаниям временем не выдерживают. Испытанием времени церковь выдержала и выдерживает. С точки зрения формальной, в церкви всегда происходят изменения. Вот давайте обратимся к нашей истории. Когда-то у нас не было храмов. А когда мы только появились, когда после Пятидесятницы апостолы отправились по разным местам, в том числе и в Абхазию, проповедовать христианство, никаких храмов ведь не было. Люди собирались в домах, совершали самое главное богослужение за обеденным столом. Потом, с течением времени, появляются храмы, появляются священные одежды, появляются священные сосуды, появляется атрибутика христианской культуры, песнопения появляются, иконопись появляется, в конце концов, книги, святоотеческая литература появляются, каноны, правила, традиции, чем церковь обрастает. Эти изменения не касаются содержания церкви. То есть нужно проводить четкую границу, на мой взгляд, между внешним церковным и внутренним. Внутренняя церковная жизнь идентична и одна и та же, что во времена Христа, что во времена тысячелетней давности, та же и сегодня. А вот что касается внешнего положения церкви, вот здесь действительно присутствует определенная разница, безусловно. И церковь, как и все общество человеческое, тоже претерпевала вот с этой внешней формальной стороны изменения. Если мы обратимся уж к самой глубокой древности, то когда были гонения, христиане собирались на кладбищах по ночам, тайно. Почему на кладбищах? Потому что, согласно римскому праву, человека на кладбище не арестовывают, его нельзя арестовать. И поэтому, когда христиане находились вне закона,
вот, то собирались вот в этих местах, где не действовало, да, точнее, где римский правопорядок не мог им помешать. А вот с течением времени дошло до того, что церковь, христианство становится государственной религией. И церковь превращается в государственную организацию. И так было и в Византии, и во всех тех царствах, в которых православие доминировало, в том числе и в наше с вами, вот сегодня. Церковь дает человеку спасение, и спасение от чего? Прежде всего от страстей, которые человеку изнутри человека гложат. Ну, о гордости мы уже говорили, да. Кроме этого есть такие проявления страстей, как алчность, тщеславие, воровство, ложные свидетельства и много-многое другое. И вот здесь стоит обратить внимание уже на человеческую природу, то есть человеческую составляющую церкви. Вот скажите, есть какая-либо разница между тем, обворует один человек другого, залезая ему в карман или в кошелек, или обворует, взломав электронный кошелек? Есть ли разница между тем, украду я у вас бумажные деньги или металлические, да, или я украду у вас криптовалюту? Есть ли разница между тем, убивает один человек другого кинжалом, ножом или каким-то таким орудием, да, или же убивает при помощи высоких технологий? Вот сейчас дроны летают, да, там яды какие-то присутствуют. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что как бы внешне не менялись проявления человеческого греха, суть у них одна и та же. То есть страсти, которые гложат человека, они одни и те же. И церковь потому на протяжении всего времени, проповедуем ли мы, ведь был период, когда христианство ограничивалось только Старым Светом, а потом открыли другие континенты, и миссионеры поехали туда. Но ведь никакой разницы не было, проповедуешь ты европейцам, или ты проповедуешь коренным жителям Америки, или ты проповедуешь коренным жителям Австралии или африканского континента, ведь никакой разницы нет. Люди везде одни и те же. И их гложут одни и те же страсти. И церковь, воспитывая людей, прививая им добродетели, тоже прививает им одни и те же добродетели на всех континентах, среди всех народов, среди любой национальности и в любой временной отрезок, вот в любой временной, то есть неважно, в античность мы, в раннее Средневековье проповедуем, в эпоху Возрождения, в период модерна, как сегодня, постмодерна, тоже не имеет никакого значения. Было время, когда мы не использовали интернет для проповеди. Сегодня появилась такая возможность, вот эта вот сотовая связь, новые технологии, гаджеты, и в тех телефонах, которые мы используем, есть приложение, которое называется «Электронная Библия», есть приложение, которое называется «Электронный молитвослов», есть, в общем, все, что мы имеем в печатном виде, имели на протяжении столетий, да, сегодня мы имеем в электронном виде. Нужно обратить внимание на то, что социальные институты на протяжении всего периода существования церкви, на протяжении всей истории существования церкви сопровождали религиозную жизнь. И вера непосредственно влияла на мораль и на поведение людей. Ну вот, к примеру, в Древнем Риме не было предосудительным избавиться от неугодных детей или от стариков. Стариков просто вывозили на свалки и оставляли там. Исходя из сугубо экономических посылов, не могли, не было тогда социально, извините, вот этой вот самой заботы, да, и от них просто избавлялись, потому что семья не могла их прокормить. И, кстати, я почему говорю о Риме, потому что Рим — это вершина человеческой цивилизации. А вы можете представить, что происходило у других народов.
Даже на Кавказе существовали специфические горы, которые так и называли горы предков, куда они сами уходили. Потому что заботу о стариках на себе не несли, общество не несло. Поэтому я отказываюсь говорить о великолепном прошлом человечества. В прошлом человечество поедало друг друга. Когда возникло христианство, возникают и социальные институты. Ну, в частности, мертвые валялись по дорогам, и не было даже государственных организаций, которые занимались бы этой проблемой. Христиане в тех или иных общинах Римской империи были первыми людьми, которые при храмах создавали специальные службы, которые шли и погребали любого умершего, вне зависимости от его даже религиозной принадлежности. Вообще принадлежал он этой религиозной общине или нет, был ли он язычником и так далее. То же самое касается и, кстати, это то, что все, что я сейчас описываю, это в период античности присутствует. Это не сегодня возникло. Это присутствует на протяжении 2000 лет. И мы имеем в этом письменные источники. То же самое дома презрения по уходу за больными. У нас вот знаменитый святой Василий Великий, с его именем связано первые новогодние праздники в среде православных христиан, в частности греков. Это является благотворителем, наряду с Николаем Чудотворцем, да? Благотворителем, который создавал больницы, бесплатные. Никто вас в древности бесплатно не лечил и не собирался лечить. Это было очень дорогое удовольствие. И вот первые больницы, которые принимали вне зависимости от твоего социального положения, создают именно христиане. То есть все институты социальные, которые мы сегодня имеем, возникли непосредственно под влиянием церкви. Не потому, что церковь как организация вот требовала их создания. Нет. Еще раз повторим. Вера влияет на поведение человека. Если в твоем сознании уже утверждается мысль о том, что рядом стоящий человек во всем равен тебе, и между вами нет перед Богом никакой разницы, то, естественно, открывается в сердце дорога к благотворительности, к милосердию. Поэтому и детские дома, и дома презрения, и больницы, о которых я говорил, вплоть до пожарных команд. Они, правда, существовали и в языческий период, но вплоть до пожарных команд. Это все тоже при храмах концентрировалось, создавалось, утверждалось, чаще всего епископами. Вот. Ну а в крупных городах их было даже несколько социальных институтов. И затем, ну, в советский период ясно, что на территории нашей страны никто не мог заниматься благотворительностью и так далее. Но, я имею в виду религиозные организации, им просто это не позволялось. Но после того, как коммунистическая идеология, как вы знаете, рухнула, храмы опять становятся иногда, едва ли не единственными, к сожалению, большому, источниками вот этого самого милосердия, человеческого отношения. Ведь мы хорошо помним тот период, когда еще не было никаких российских пенсий. Я очень хорошо помню, как эти бабушки и дедушки, которые не имели средств к существованию, собирались в Сухумском кафедральном соборе в столовой благотворительной и получали там горячую пищу. Кто этим занимался? Красный Крест и церковь. Христианское начало вот таким образом себя проявляло. Сегодня вы видите, но это не мне говорить, об этом скажет, наверное, отец Давид, сегодня служение, социальное служение непосредственно Священной митрополии Абхазии вот, осуществляется так называемая диакония или дела милосердия. Но обымает, я не знаю, наверное, всю Абхазию, и восточную, и западную. Вот, когда на иждивении монастыря находятся целые многодетные семьи. Когда оказывается помощь в поездках для лечения, когда оказывается помощь в приобретении каких-то элементарного инвентаря для школ. И многое-многое другое. Это ведь не прямая обязанность церкви.
Еще раз повторимся, церковь занимается духовными вопросами. Но вера требует человеческого отношения, христианская вера требует человеческого отношения к ближнему. Первое из которых проявление является милосердие. Поэтому не только церковные структуры и организации, но и сами христиане образовывают братство и сестричество, которые занимаются делами милосердия уже в миру, то есть вне монастырей. И это совершенно естественное отправление. Ну вот это вот та самая мораль, о которой, может, мы уже в наше время начинаем забывать, что это такое. Вот это та самая мораль, корни, которые зиждятся в христианской вере. Церковь пережила разные формы существования, и мы начали свое существование с того, что оказались вне закона. То есть как только мы появились, нас сразу стали уничтожать. И это касается даже не того, что произошло в Римской империи. Вы помните, что рождение Христа было связано с избиением 2000 младенцев в Вифлееме. То есть во Христе Ирод Великий увидел себе соперника, приказал убить совершенно неповинных людей. И вот эта история продолжается из века в век. Первые 3 столетия в Римской империи церковь была вне закона, и именоваться христианином — это значит было уничтожить физически себя и своих родных и близких. Вы представляете себе всю машину бюрократическую, государственную Римской империи, которая была брошена императорами на борьбу с этой, как они называли, тлетворной ересью, с этими зловредными верованиями, как называли христиан. Про христиан распространяли ужасные сплетни. Но Нерон, сумасшедший император Рима, обвинил христиан в поджоге Рима, когда был знаменитый пожар, и город едва не был уничтожен. Естественно, толпа отрывалась просто на христианах, их выволакивали и уничтожали. Если какой-то неурожай, проигранная битва, плохая погода, в этом обвиняли христиан. И был такой знаменитый термин «христиан ко львам». Вот мы сегодня с вами посещаем цирки и руины Колизея. А что это такое? Это сейчас в цирке зрители сидят огражденные специальным ограждением от диких животных. А ведь цирк изначально — это место, где диким зверям стравливали людей. И поскольку христиане были вне закона, их тоже стравливали львам, тиграм на потеху публики. Вот этим мы начали. У нас не было никакой государственной поддержки. Более того, нас уничтожали. Затем, с течением времени, мы видим, как маятник идет в обратную сторону. И церковь, христианство становится государственной религией. И из гонимой она становится привилегированной организацией. Церкви отписывают имущество, церковь становится крупным владельцем, едва ли не равным феодалам и так далее, и так далее. Это то, что было в древнем мире. Затем наступает период секуляризации, когда у церкви начинают отбирать земли, отбирать какие-то доходные предприятия и так далее, и так далее. И в некоторых странах это все даже заканчивается революцией. Например, как во Франции, в Европе, у нас здесь, в России в 17 году. Церковь теряет практически все. И опять возвращаются времена гонений. Но смотрите, в привилегированном ли положении находится церковь, или же переживает гонения, независимо от этого она сохраняется. Вот у нас в Абхазии. Ведь история абхазского католикосата, она не сама по себе, тут верующие собрались и решили создать абхазскую патриархию. Царь Леон отправляет делегацию. То есть это деяние на государственном уровне происходит, делегацию в антиохийский патриархат, и таким образом закладывает основания автокефальной абхазской церкви, пицунского католикосата. Далее мы видим, как в XIX веке князь Шервашидзе пишет письмо в Святейший правительствующий синод для восстановления в Сухумской епархии абхазского епископата. Когда происходит революция,
Такие деятели, как Симон Басария, Чанба и многие другие, Самсон, они сразу же после вопроса о восстановлении государственности следующим, вторым вопросом рассматривают какой? Восстановление Абхазской православной церкви. И столь пристальное внимание, оно же не просто так в нашей среде, да, не просто так на этот институт. Просто люди понимают важность существования церкви. И смотрите, что в XIX веке, что в XX веке, 90-е годы, сразу же после окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году, в 90-е и в нулевые годы мы видим письма тогда первого президента Республики Абхазия на имя Московского патриархата с просьбой о помощи в восстановлении, да, церковной иерархии в Абхазии. Ну вот за полторы сотни лет эти действия не увенчались успехом. То есть церковно-канонический вопрос не был решен. Но ведь церковь от этого не исчезла. Верующие от этого ведь никуда не делись. И более того, количество верующих все время увеличивается. Как и наполняются храмы, которые сегодня в Абхазии есть, слава Богу, да, и открываются. То есть я хочу сказать, что церковь, она вполне может существовать и без государственной поддержки, конечно же. Она и существовала, иногда и продолжает существовать. Она продолжает существовать и с государственной поддержкой. То есть она переживает в своей истории разные периоды, но мы видим, что формально это мало влияет на ее содержание, если вообще никак не влияет на ее внутреннюю сторону. Почему? Потому что духовная характеристика, она совершенно отличается от светской. И наша устремленность — это не сильная и богатая церковь. Наша устремленность — это люди, которые стремятся к праведности. Это святые люди. Вот наш идеал. Что касается вопроса национального, то здесь очень важно отметить, что Господь прямо призывает своих учеников идти и проповедовать всем народам. Прямо так и говорит: всем народам без исключения, и кто уверует и крестится, тот будет спасен. Когда мы празднуем день рождения Церкви, в день Пятидесятницы, или мы в народе называем Троицей этот праздник, многие, собравшиеся в Иерусалим, услышали проповедь евангельскую на своем родном языке. Апостолы идут проповедовать на родном языке для той местности, в которую они направляются. Это очень важно. И православная церковь никогда не исповедовала ни принципы национального превосходства, которые в церкви названы ересью этнофилитизма. Ересью, когда кто-то пытается в церкви противопоставить одну нацию другой в ущерб. Да? Это в церковь отвергла и назвала ересью. С другой стороны, противопоставление языков. Была такая ересь в Западной Церкви, ересь трехязычия. То есть утверждалось, что молиться можно только на тех трех языках, на которых была прибита табличка на кресте над Христом, которого распяли. Она была написана на греческом, на латыни и на еврейском. Ну, это понятно, греческий был общим языком, латыни, потому что Римская империя, еврейский, потому что в Израиле это дело происходило. И почему-то решили, что в церкви молиться можно только на этих языках. Православная церковь категорически отвергла. Именно поэтому славяне получили себе письменность, именно поэтому славяне получили церковь, которая говорила на славянском языке. В Абхазии церковь, соответственно, на том языке, на котором здесь у нас. И сегодня, когда вы заходите в храм, предположим, вы зайдете в храм Андрея Первозванного или святого Пантелеймона, вы услышите, как исполняются, да, отцом-наместником песнопения и служится богослужение отцом архимандритом у нас на трех языках. На абхазском, на русском и на греческом. И они сменяют друг друга по кругу. То есть, ну, практически представители, таким образом, представители разных народов, населяющих Абхазию, разных национальностей, на своем родном языке могут услышать богослужение. Не только церковь не сводится к
к национальности там, или зависит от государственного, да, обустройства или помощи государства. Нет. Она сама несет в мир те идеи, которые очень часто у нас в современном мире называют идеями гуманизма, то есть любви к человеку.